пророк Мухаммад объявил сбор средств на нужды религии, да, все сподвижники начали приходить к пророку и приносить все, что у них было в домах, выкладывать перед Всевышним, перед пророком Мухаммадом, и Абу Бакр, радаллаху ан, он принес все, да, все, что у него было в доме, он принес, выложил перед пророком Мухаммадом, и когда Расулуллах спросил у Абу Бакра, что же ты оставил для своей семьи, что он ответил: я, Расулуллах, я оставил самое главное, Всевышнего Аллаха и тебя для своей семьи. Этим самым показав всем нам, каждому из нас, что в этой жизни действительно является ценностью. Не лжеценностью, а истинной ценностью. Что в этой жизни должно являться для каждого из нас. И после этих слов Абу Бакр берет из общины, которая там находилась, из людей, которые там находились, одного человека, идет к себе домой, ведет этого человека к себе домой, снимает с себя рубашку, которая была на нем, отдает этому человеку и говорит: это тоже иди отдай пророку на нужды религии. Последнюю рубашку отдал. В доме больше не было ничего вообще, абсолютно. То есть элементарно у человека в доме на тот момент, на тот день не было даже одежды, чтобы одеться. Он не выходил на улицу несколько дней. Потому что не мог выйти на улицу. Не в чем было выйти на улицу, не в чем. И через некоторое время, через эти несколько дней, он любил пророка очень сильно, неимоверно большой любовью. И он начал скучать. Очень сильно начал скучать по пророку Мухаммаду, и тогда от безысходности он нашел у себя в доме какую-то плащевку, какую-то материю, обмотался ею какими-то тряпками, закрепил их как-то на себе, выбежал из дома и побежал к пророку Мухаммаду, чтобы его встретить, потому что он скучал очень сильно, он очень хотел его увидеть. Но он прибегает к Расулуллаху, стучится к нему в дверь, и пророк Мухаммад открывает ему дверь и говорит: о, Абу Бакр, поистине, только что у меня был ангел Джабрил, алейхиссалям, и сказал, что сегодня, в этот день, все ангелы небес и земли одеты точно так же, как и ты, Абу Бакр, в знак любви и уважения к тебе. Всевышний Аллах доволен тобой, Абу Бакр. Доволен ли ты Всевышним Аллахом? Абу Бакр заплакал, зарыдал и сказал: я Расулуллах, да, я доволен Всевышним Аллахом. Это были сподвижники, да? То есть таковы были сподвижники пророка Мухаммада, которые понимали суть вещей, которые понимали, как нужно правильно жить, как нужно правильно, искренне верить и отдаваться на пути Всевышнего Аллаха, которые понимали, что Всевышний Аллах никогда не оставит их, ни в этом мире, ни в следующем мире. А нынешний человек жаден. О, как человек жаден, вы даже не представляете себе. Просто мы в этом боимся себе признаться. В принципе, вообще, признавать свои пороки очень тяжело. Да, сказать себе, что я жадный, или, там, что я горделивый, что я лицемер, это очень тяжело. Ну кто скажет, что я жадный или лицемер? Кто об этом скажет? Никто. Да? Потому что мы все считаем себя мусульманами высшего класса. Да? Посмотри, брат, какая у меня борода, как я могу быть жадным человеком? Я жадный. Когда в мечети читают, например, аяты про лицемерие, каждый сидящий в мечети думает, что это не про него. Каждый, я вас уверяю. Он думает: нет, брат, это не про меня. Думаю, тут лицемеры, конечно, какие там в аду будут, ниже там кафиров гореть. Ну, это не я, наверное, я не лицемер, я же вот намаз читаю. Или когда аяты про жадность читают, мы тоже думаем, что нет, брат, это не про нас. Ты что говоришь, ну как-то я жадный могу быть. Я сегодня своих братьев там в кальянную сводил, кальяном угостил, за них заплатил. Разве я могу быть жадным? А когда к этому человеку потом подходишь и говоришь: брат, вот надо помочь реально нуждающимся человеку, вот реально нуждающимся, дай там рублей 500 тысяч, он говорит: брат, что-то бизнес у меня что-то не очень, знаешь, торговля не идет, денег нет, давай в следующий раз я тебе там помогу, дам. И вот так происходит, к сожалению, со всем, к великому сожалению. Мы на сегодняшний день очень
невероятно искусно примерили, я подчеркиваю, примерили на себя образ идеальных мусульман. Да, мы отрастили бороды, надели тюбетейки, челмы, в одном кармане четкий, в другом мисвак, в третьем миск. И думаю, что мы, машаллах, какие рамбы, да, мусульмане, обложились атрибутами, да, ислама, и думаю, что мы мусульмане. Истинные и искренние причем. Безусловно, чисто с физиологической точки зрения, да, вопросов нет. Человек с тюбетейкой, с четкими в руках, мусульманин. Безусловно. Но вот здесь-то, вот что самое-то главное, здесь-то мы мусульмане. Стоит только заглянуть сюда, хотя бы один разок. Хотя нужно это делать каждый день, раз по 100, наверное, в день, вот сюда смотреть себе в сердце. Только стоит приоткрыть немного дверь, и оттуда выльется такое количество, я бы сказал, чего, что мы бы все захлебнулись просто от всего того, сколько грязи у нас здесь. Какое количество жадности, лицемерия, гордыни в наших сердцах присутствует. Но это я отдалился от темы немножко. Так вот, человек жаден, нынешний человек очень жаден. Но почему человек жадный? Почему? Что самое парадоксальное еще, чем богаче человек становится, чем больше имущества человеку дает Всевышний, тем жаднее человек становится. Чем он прямо крепче вцепляется, да, в свои там дома, машины, имущество, и не отдает, зубами вцепляется. До того жадные люди становятся. Почему так происходит? А все довольно-таки просто. Это страх. Страх бедности, да, страх нищеты. Всевышний Аллах, Субхану Тааля, в Священном Коране что нам сказал? «Аш-шайтану я'идукум аль-факра ва я'мурукум биль-фахша». Садакаллаху аль-азим. Поистине шайтан угрожает вам бедностью и велит творить мерзость на земле. То есть Иблис угрожает человеку бедностью, и человек боится этого. Понимаете, в чем суть? Хотя шайтан только угрожает. Он не делает нас бедными и не сможет сделать нас бедными. Он просто угрожает. Но тем не менее человек поддается его уловкам, поддается и верит. Это парадоксально, на мой взгляд. Это очень удивительно. А почему человек верит Иблису? Потому что таваккаль, да, богополагание, вот на таком уровне где-то, дай Бог, в наших сердцах. Да? Мы постоянно боимся, что там завтра не будешь кушать или еще что-то, что завтра там голодный день настанет, да, денег не будет на то, на это. Когда человек идет и хочет дать, например, садака, да, бывало же такое наверняка у каждого, он идет, в карман руку засовывает, вытаскивает, думает, ну, наверное, не в этот раз. Иблис приходит и говорит: брат, постой, ты куда ты 1000 рублей понес? С ума сошел, что ли? У тебя же семья, брат, дети, да, машина, страховка завтра, да, нужно купить там баранину домой. Ты куда 1000 рублей понес? Прекрати, брат, потом дашь, нормально, будут деньги, потом отдашь. И человек думает, действительно, да, вдруг завтра там что случись, давай-ка немножко попридержу-ка денежки, да, и так каждый раз. Вот такое у нас богополагание, вот так мы, верующие люди, на сегодняшний день полагаемся на Бога, да. Не как, да, Абу Бакр, да, тот же самый, который все отдал и почему-то не переживал, что он будет завтра есть. Удивительно. Есть одни такие интересные слова одного великого ученого, называли Хасан аль-Басри. Он однажды сказал: я прочитал Коран и нашел в Коране 99 мест. 99 мест, где Всевышний Аллах, Субхану Тааля, обещает удел и ризык каждому человеку. 99. И всего лишь навсего одно место я нашел в Коране, говорит Хасан аль-Басри, где Иблис угрожает человеку бедностью. Мы, говорит Хасан аль-Басри, поверили дьяволу, поверили Иблису и не поверили Всевышнему Аллаху, который 99 раз нам вдалбливает просто каждому из нас, что даст ризык, даст пропитание. Я вам дам, я вам дам, я вам дам. 99 раз он нам сказал. Сколько еще нужно сказать нам
это, чтобы мы в это поверили и это приняли в конце концов. И начали расходовать из своего имущества на пути Всевышнего Аллаха. Ведь только для этого дается это имущество. Только для этого. Для того, чтобы мы расходовали здесь, и оно скапливалось у нас там. Такая одна история есть интересная, которая произошла с одним тоже ученым, Мауляна Джалалиддин Руми его зовут. Он однажды зашел в мечеть для того, чтобы почитать пятикратную молитву. И вот они с имамом почитали пятикратную молитву. И после намаза разговорились. И этот имам спрашивает у этого ученого, у Мауляна Джалалиддина Руми, говорит: слушай, у меня, говорит, к тебе уже давно назрел один вопрос. Вот объясни, пожалуйста, я не совсем понимаю. Вот ты, да, великий ученый, ты нигде не работаешь, ты не занимаешься торговлей, ты не занимаешься каким-то там прикладным мастерством, ничего не изготавливаешь. А объясни, говорит, мне, на что ты живешь, говорит, то есть, ну, как ты кушаешь, как ты питаешься, вообще, с чего ты это все покупаешь, как объясни. И тогда Мауляна Джалалиддин Руми говорит: я отвечу, говорит, на твой вопрос, но только после того, как перечитаю прочитанный за тобою намаз. И этот имам, немало оскорбившись, спрашивает у него: постой, говорит, ты хочешь сказать, что прочитанный за мной намаз неверный намаз? И тогда Мауляна Джалалиддин Руми дает сокрушительный просто ответ. Он говорит: а как? Как намаз человека может быть верным, если он не знает имени Всевышнего Ар-Разак, дающий пропитание? Как, говорит, может быть намаз человека верным после этого? Да, безусловно, намаз этого имама был верным, да, то есть никаких ошибок не было. Просто Мауляна Джалалиддин Руми хотел показать, что Ар-Разак, Всевышний Аллах, дающий пропитание, если ты не знаешь этого, то смысл в твоих мольбах и смысл в твоих поклонениях. Если ты элементарно не можешь довериться Всевышнему Аллаху на завтрашний день, ты не веришь Всевышнему. Да это очень такой мудрый ответ на самом деле, очень интересный. У меня была одна такая история, из личного опыта, так скажем, расскажу. Давненько она уже произошла, собственно говоря, из-за которой я и задумался на всю эту тему. Мы однажды с одним братом мусульманином спешили на одно мероприятие очень важное. Мы с ним вышли, побежали, пошли. И так как мы торопились, да, мы идем таким бодрым шагом, еще параллельно разговариваем, что-то там общаемся и так далее. И вот мы спускаемся в пешеходный переход, он такой длинный очень. И там много народу прям ходит, потому что пешеходный переход прям в метро упирается. Народ прям много ходит. И мы бежим, бодрые, веселые, молодые. А я вижу вдалеке, среди всех этих людей, ходящих, ходит дедушка один. То есть дедушка, ну, такого преклонного возраста уже. И нормально одетый, то есть все нормально. И вижу, что вот издалека мы идем, и я вижу, что он подходит к каждому там человеку, пытается подойти и что-то просит. Ну и, соответственно, мы там на 10-й скорости бежим, да, и как-то мимо этого дедушки пробегаем, а он с моей стороны пытался обратиться ко мне, а мы мимо проскочили. И буквально где-то, ну, шагов 10 мы уже сделали еще, я просто, до меня наконец-таки доходит этой спешки, что ко мне обращался человек, я разворачиваюсь, подхожу к нему, говорю: вы что-то хотели, что-то случилось? Он говорит: да, говорит. А я вижу, ну нормально, да, человек, то есть реально адекватный человек, и с таким стеснением вот просит, с таким стеснением обращается, что, ну прям вот реально, я почему-то стал, мне очень жалко. Он говорит: слушай, у меня, говорит, украли, говорит, сумку, говорит, в метро и деньги украли. А я, говорит, в Подмосковье живу, мне, говорит, домой надо, говорит, доехать. Я, говорит, не знаю, как домой доехать. И вот у меня что-то щелкнуло в этот момент, да, где-то внутри меня, я понял, что, ну, надо помочь человеку, потому что это реально нуждающийся, видимо, человек. Я достаю из кармана энную сумму денег, да, отдаю ему, отдаю этому дедушке. Не скажу, что сумма была там маленькая, да, но и не скажу, что сумма была большая, да, ну то есть не 1 000 000 рублей, да, соответственно, потому что
все свои миллионы, там порядка 20 миллионов, я храню у себя на карте, на пластиковой, да? Я пошутил, братья. Откуда у меня миллионы? У меня миллиарды. И я даю эту сумму денег, и мы убегаем дальше, потому что торопились. Он мне говорит: сынок, ты билет там купил, мне ты что, говорит, это много очень. Я говорю: да ладно, не было времени, мы побежали дальше. И я про эту ситуацию забыл, да, то есть был день такой очень суетной и так далее. Я вам клянусь, на следующий день мне тоже делают садака. И я вас уверяю, она ровно в 10 раз больше, ровно копейка в копейку, в 10 раз больше той суммы, которую я дал этому человеку. В 10 раз. Я это говорю не для того, чтобы похвастаться. Это не повод хвастаться. Я говорю это для примера, для того, чтобы каждый понял. Я после этого на самом деле осознал, не понял, не головой понял, а сердцем осознал, что Всевышний не оставит человека в нуждающемся положении. Всевышний не оставит никогда человека, который верует в Него, в каком-то ужасном положении, Он даст. И если Он пообещал, Он это сделает обязательно. Нужно просто это понять, принять и наконец-таки начать делать что-то ради Всевышнего и отдавать ради Всевышнего. Потому что помните, что то имущество, которое есть у нас, не наше имущество. Как мы этого хотели, возможно, но не наше. Мы можем его отложить только там, в банке у Всевышнего Аллаха. Только таким образом оно станет нашим. И Всевышний Аллах воздаст, обязательно воздаст. И в 10, и в 700 раз. Но только нужно это принять и осознать. Есть одни такие очень интересные слова одного ученого, не помню сейчас его имени, который сказал, что если бы раб Всевышнего Аллаха хотя бы на долю секунды, если бы раб Всевышнего Аллаха увидел любовь Всевышнего Аллаха по отношению к своему рабу, то у этого человека разорвалось бы сердце в ответной любви ко Всевышнему Аллаху. Такая любовь у Всевышнего Аллаха по отношению к своим рабам невероятно огромная, невероятно сильная. Просто мы с вами почему-то привыкли думать, да, что как бы это далеко не так. Нет, Всевышний Аллах любящий, Всевышний Аллах дающий. Мы это должны с вами помнить, и это должны постоянно держать у себя вот здесь и в том числе. Для того, чтобы двигаться по пути Всевышнего Аллаха. Помните, что до тех пор, пока в наших сердцах, в наших душах будут такие качества, как жадность, да, злость, ненависть, лицемерие, гордыня и так далее, мы далеки от истинного пути, к сожалению. Мы далеки. Невозможно идти истинным путем, пока сердце твое грязное. Почему? Потому что сердце каждого мусульманина это путеводитель. Это путеводитель, который показывает нам, куда идти. Но как загрязненное сердце может тебе показать истинный путь? Как? Оно не может, оно грязное, оно не способно. Вы, например, возьмите телефон, да, у каждого есть телефон на сегодняшний день. Возьмите телефон, да, пример банальный. У каждого есть приложение навигатор, да, Яндекс.Навигатор, который показывает нам дорогу. И вот представим на секундочку, что вот этот телефон заражен вирусом, да, бывают же вирусы в телефонах, которые очень плохо влияют на работу всяких приложений. Начинаем глючить телефон, там что-то не срабатывает и так далее. Хотя с виду нормальный телефон, да, то есть нет ни трещин, ни царапин, вообще отличный телефон. Но внутри телефона вирус. Вирус. И вот представьте, вы берете телефон, открываете навигатор, вбиваете, например, местоположение Челябинск и едете в Челябинск. Едете по этому телефону с этим навигатором в Челябинск, а приезжаете в Тюмень. Вы такие, так, что еще раз. Опять вбиваете Челябинск, едете, приезжаете в Краснодар. Понимаете, в чем суть? Телефон нормальный, но в нем вирус. Он неправильно работает. Неправильно. Он не покажет тебе правильный путь, пока в нем вирус. Пока ты не очистишь его от этих вирусов, то не покажет тебе прямой путь. Точно так же и сердце человека
пока в нем есть грязь, оно не ведет прямым путем. Это лишь иллюзия прямого пути, но не сам истинный прямой путь. Поэтому, дорогие братья, давайте с вами все-таки почаще будем заглядывать в свои сердца, будем молить Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он очистил нас от всех этих пороков, от всей этой грязи, и будем все-таки надеяться, искренне верить и искренне надеяться, что в судный день все вместе, таким большим джамаатом, таким большим сообществом соберемся под флагом нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И будем искренне надеяться, что мы действительно являемся искренними приверженцами этого пути, его уммы, и что Он поможет нам вместе с ним, иншаллах, по воле Всевышнего, войти в священные врата рая. Большое спасибо, дорогие братья.